Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд России сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. В прошлую нашу встречу я вам рассказывала, какие государственные услуги оказывает Пенсионный фонд России. И говорила, что эти услуги можно получить разными способами, как у нас в управлении Пенсионного фонда, так и в многофункциональном центре. И сегодня мы с вами посмотрим, как это происходит на практике. Одна из государственных услуг, которую оказывает Пенсионный фонд Российской Федерации, это государственная поддержка семей, имеющих детей. Начиная с 2007 года мы выдаем сертификаты на материнский капитал. Владельцев сертификата на сегодняшний день по 4 районам, которые мы обслуживаем, более 9 тысяч. 53% или более половины из владельцев уже распорядились средствами сертификата. В прошлом году в закон в части распоряжения средствами материнского капитала были внесены изменения. И об этом нам сейчас расскажет начальник отдела социальных выплат управления Козлова Галина Николаевна. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В соответствии с федеральным законом 256 от 29 декабря 2006 года о государственной поддержке семей, имеющих детей, существует несколько направлений расходования средств материнского семейного капитала. Одно из главных и основных – это улучшение жилищных условий. С 1 января 2018 года к ним добавилось еще одно – это ежемесячная выплата за счет средств материнского семейного капитала. Право на ежемесячную выплату предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, у которых в семье был рожден или усыновлен второй ребенок. И совокупный доход на каждого члена семьи в суммарном выражении не превышает 13 995 рублей. Обращение может быть до исполнения ребенку 6 месяцев. В случае, если обращение последовало до исполнения возраста 6 месяцев, то выплата назначается со дня рождения. В случае, если обращение последовало свыше 6 месяцев, то выплата назначается со дня обращения. Размер выплаты составляет 8 910 рублей. Кроме того, с 1 января 2018 года распорядиться в части оказания услуг дошкольного образования, то есть плата за детский садик, можно, не дожидаясь исполнения ребенка возраста 3 лет. К сведению сообщаем, что правоотношения по данному федеральному закону будут продлены до 31 декабря 2021 года. Мы находимся в клиентской службе Пенсионного фонда в городе Канаш. Специалист Белькова Наталья Николаевна ведет прием граждан по приему и распоряжению средств материнского капитала. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, если представлены заявителям не все документы, как мы поступаем в этом случае? Если представлены не все документы, мы у заявителей их не истребуем, а документы и сведения, которые необходимы для вынесения решения Пенсионным фондом, запрашиваются Пенсионным фондом в организациях и органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Если эти документы находятся в распоряжении этих органов, и организации, которые получили межведомственный запрос, должны рассмотреть его в течение 5 календарных дней и дать ответ Пенсионному фонду. Вот сейчас здесь владелец сертификата подает документы на распоряжение средствами материнского капитала. И мы спросим у хозяйки сертификата, куда будут направлены эти средства. Светлана Владимировна, да? Скажите, пожалуйста, куда ваша семья решила направить средства материнского капитала? Купили жилой дом на всех членов семьи. Где купили? В районе, в городе? В Янтиковском районе. В Янтиковском районе. А сейчас где вы проживаете? Там уже все, мы приехали туда. Вы уже переехали? Да, раньше жили в Канашском районе, сейчас переехали туда, в Янтиковский район. Хорошо, спасибо, мы вас поздравляем. Спасибо большое. Мы находимся в автономном учреждении МФЦ в городе Канаш, где оказываются государственные услуги непосредственно нашим горожанам. И об этом нам сейчас расскажет Храмова Ирина Владимировна. Пожалуйста. В настоящее время граждане через филиалы МФЦ города Канаш могут получить государственные услуги Пенсионного фонда, а именно это выдача сертификата распоряжением средствами материнского капитала,
также установление ежемесячной денежной выплаты, получение СНИЛС, либо дубликата СНИЛС, доплата к пенсии, информирование застрахованных лиц, граждан о предоставлении государственной доплаты, социальной помощи в виде набора социальных услуг и выплаты страховых пенсий. Кроме услуг пенсионного фонда, в АО МФЦ города Канаш оказывается 174 услуги. Наиболее востребованными по-прежнему остаются услуги федеральных органов исполнительной власти. Среди них услуги Росреестра и МВД. Наиболее востребованными республиканскими услугами являются услуги по лицензированию образовательной деятельности и получению лицензии на алкоголь. Блок муниципальных услуг состоит из 36. Наиболее популярными у населения города Канаш являются услуги, связанные с получением разрешения на строительство и получением акта ввода в эксплуатацию после того, как объект будет построен. В основу работы офиса МФЦ заложен принцип одного окна, исключающий или, возможно, ограничивающий участие заявителя в процессе сбора различных справок и документов, необходимых для той или иной государственной услуги. Для посетителей центра предусмотрены комфортные условия приема граждан, действует электронная система управления очередью и организован прием заявителей по субботам. В рамках приоритетного проекта по развитию малого и среднего предпринимательства с 1 января 2018 года в нашем городе в многофункциональном центре было открыто окно для бизнеса, к которым обращаются непосредственно индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также граждане, которые хотят открыть свою предпринимательскую деятельность. Обратившись в МФЦ, заявители могут получить сразу несколько услуг, так как в МФЦ предоставляется очень большой спектр государственных, муниципальных и дополнительных услуг, в том числе при поддержке малого и среднего предпринимательства. Бизнес-окно оказывает 82 услуги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Дорогие телезрители, на сегодня все. До свидания, до новых встреч.